Ильдар, я не понимаю, вот 8 утра, да, из Казани 2,5 часа ехать до Алькеевского района. Скажи, зачем? Там же легендарный тренер грузин, он чемпионов воспитывал. Вот ты всегда со своим спортом. Немножко про культуру надо подумать, про историю, про людей. Вот об этом и узнаем. Если бы я родилась в Алькеевском районе, то также виртуозно пела бы татарские песни на сцене и училась в татарской гимназии как семиклассник Кирилл Сафронов. Это основной язык Татарстана. Втором, он доступен, и можно со всеми людьми общаться спокойно. И, то есть, ты будешь понимать. Также легко в гимназии имени великого татарского поэта и писателя Наби Даули понимают друг друга татарские, русские, киргизы. Наверное, из этого единства и рождаются многонациональные краски творчества. Пока в актовом зале из песен и плясок расплескался сабантуй, на втором этаже идет спектакль по пьесе Галиаскара Камала «Первый театр». За стенкой будущей татарской журналистики Алия Мухаммедкаримова рассказывает о своих публикациях в журнале «Ялкын». Я являюсь членом клуба «Золотое перо». А экскурсию по 20-летней истории одной из самых престижных гимназий в Алькеевском районе ведут на 3 языках. Здравствуйте. Good morning, dear guests. Мы рады вас приветствовать в музее гимназии. В гимназии обучается 315 детей, 264 из которых татар, 25 русских, 4 киргиза и других национальностей. Мы живем дружной семьей и все друг друга отлично понимаем. 4 года назад дружную многонациональную семью алькеевцев пополнил Александр Георгадзе. Грузинского тренера из Тбилиси специально пригласили в татарстанскую глубинку, чтобы воспитывать чемпионов. С ребятами пока общаюсь на русском языке. Ну, стараюсь иногда на татарском языке. Может быть, понимаю, а переводить это немножко трудно. А что знаете? Ну, я знаю яхши, знаю, и сам если знаю. Вот так. А на его «Иссенмесес» ребята стараются отвечать по-грузински «Гаги Марджос». А мы говорим «Здравствуйте» на следующей остановке в селе Нижнее Алькеево. Цивилизация Алькеевского района зародилась именно в селе Нижнее Алькеево. Это один из древнейших курганов на территории Татарстана. Его возраст 3500 лет, а само название района Эльки по легенде произошло от его основателя Эльки Бабая, где первый слог «эль» есть татарский артикль. Этот слог стал родиной многих прославленных на всю республику ученых, писателей, первого татарского фотографа Зульфакара Каямкари, мамы Рудольфа Нуриева и известного чувашского поэта Петра Хузангая. Ну что, на часах время уже обед. Мы приехали в село Верхнее Алькеево. И знаете, в воздухе чувствуется какой-то очень сладкий, такой вкусный аромат. Иссенмесес. Вот такие настолько добродушные люди живут в Алькеевском районе, что так просто приглашают людей в гости. Расимепа, расскажите, каким же блюдом вы нас заманили в свой дом? В наш дом мы вас пригласили, чтобы вы отведали наше национальное блюдо – кыштеле. По-русски это птичий язык. Конфеты птичье молоко – это не то. Нет, это птичий язык. И если вам интересно, я могу вам показать, как его готовят. Татары и чай, наверное, неразделимые понятия, поэтому к сладостям тонкий подход, как и тесто для птичьего языка. В его основе яйца, сахар, молоко, соль и мука. Пока Расима Апа раскатывает птичьи языки, мы отправимся к соседям. Но мы с нашей съемочной группой решили не терять времени и выучить пару движений из чувашского народного танца. Ну что, девочки, поехали! Ильдар, ну а что вы выучили с татарским коллективом? Так просто и весело хранят татарские, русские и чувашские традиции в местном доме культуры. И, конечно, обмениваются ими друг с другом. Танцы, песни и стихи мы исполняем на всех 3 языках, потому что мы живем в Татарстане, и все языки для нас родные. В татарском ансамбле нас 12 пенсионеров. Занимаемся всегда с большим желанием, ведь наша молодая душа всегда хочет петь.
В это время к столу собрались местные жители. Чай из русского самовара с чувашской ватрушкой, татарским белешем и, конечно же, грузинским гостеприимством. В центре те самые птичьи языки, где сладкий квадратик – история каждого жителя. Это чистый воздух, мои друзья. Это очень трудолюбивые люди, очень доброжелательные, очень приветствуют. Мы не делим друг друга по национальностям, живем, работаем все вместе. Мы, алькеевцы, едины во всем. Вот я, татарка, разговариваю и на русском, и на чувашском, и праздники у нас общие, всегда вместе собираемся. Так и весь Алькеевский район, как лоскутное одеяло, соткан из множества историй и согревает так же тепло, как одна большая дружная семья. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Алькеевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.